Здравствуйте. В эфире программа «Открытый вопрос». Мы поднимаем темы, которые для нас все еще остаются соответствующими нашему названию нашей передачи, то есть открытыми, на которые мы надеемся получить в конце передачи какой-то конкретный вопрос и думаем, что одна из наших передач, в конце концов, одну из наших передач можно будет закончить так, что мы этот вопрос закрыли. Тема сегодняшнего нашего разговора, нашей беседы – это события 27 мая. Мы поговорим о том, что предшествовало этим событиям, каковы были причины, вообще приведшие к кризису власти, как это все происходило. И, конечно же, подведем итог, ответим на вопросы, какие выводы мы сделали все из того, что произошло ровно год назад. Я представлю вам сегодня наших гостей. Это Изида Чания, главный редактор газеты «Нужная», Даур Тарба, председатель Координационного совета, Алмаз Джопова, депутат парламента Республики Абхазия, Ахраб Жане, депутат Республики Абхазия, парламента Республики Абхазия. Я хочу сказать, что, конечно, мы надеялись на то, что у нас сегодня здесь будет, как у нас часто бывает, дискуссионная площадка. Мы хотели пригласить сюда людей, которые и были свидетелями тех событий, и участвовали в них, и были, если так можно выразиться, на той стороне, на другой стороне. Хотелось бы, чтобы были представлены разные мнения, но по тем или иным причинам, субъективным или объективным, они отказались от участия в беседе. Поэтому сегодня у нас больше будет разговор, наверное, такого более информационного характера, чем дискуссионного, хотя будем, как говорится, посмотреть на это дело. Вы знаете, многие, говоря о том, что произошло 27 мая, характеризуют это как переворот, некоторые называют это революцией, кто называет путчем, просто сменой власти. Некоторые говорят о том, что это такой некий мистический, характер носят события, которые происходят с периодичностью через каждые 10 лет в Абхазии. Поэтому приписывают этому событию некоторый такой мистический характер. Для того, чтобы поставить точки над «и», точнее ответить на этот вопрос, который был поставлен в самом начале передачи, я начну, пожалуй, с того, что мы давайте вспомним, что, собственно говоря, предшествовало тому 27 мая, каковы причины были, приведшие тогда к кризису власти. Я думаю, что все участники, все были, у всех это на глазах происходило. Ахра, наверное, мы начнем с тебя. Хорошо. Во-первых, я хочу поблагодарить и абхазское телевидение, и тебя за эту встречу. Конечно, жаль, что мы не имеем возможности поговорить с нашими оппонентами. Действительно интересно, когда есть какое-то такое поставление мнений, тем более, если оно будет в обществе. Спасибо, потому что о таких вещах надо говорить. Нельзя зарывать голову в песок. Даже трудные моменты нашей истории надо проговаривать, давать им оценку, причем возвращаться к этой оценке периодически. Для меня причиной событий 27 мая прошлого года, по сути, была одна. Это был системный кризис нашего государства. Под этим я понимаю несколько важнейших факторов. Во-первых, это кризис управления, когда, по сути, конституционная норма о коллективном и коллегиальном управлении потихонечку стала превращаться в какой-то авторитарат, когда мнение одного человека начинало доминировать над этим коллективным принятием решений. Второе, то, что в стране фактически процветала тотальная коррупция на всех уровнях, начиная от уровня реализации национальных проектов, использования внешних инвестиций и кончая совершенно бытовыми ситуациями. Третье, когда под угрозу была поставлена
сам принцип нашего гражданства. Вы знаете, что тщательнее всего охраняют и сохраняют все страны. Это принцип идентичности граждан, принцип того, кто имеет право на принятие тех или иных существенных, важных решений в стране. А у нас этот принцип был поставлен под угрозу, когда проживающих на этой территории, граждан другого государства наделили полномочиями определять судьбу этого государства. И вы знаете, что в этой связи парламент принял достаточно жесткое решение, и выполнение этого решения начало торпедироваться, волокититься и так далее, и так далее. Вот все это вместе, суммарно, ну и, наверное, еще тот факт, что пропасть между людьми, которые были имущими и неимущими, как это обычно бывает в коррупционных государствах, стала возрастать, привели к массовому народному недовольству. И народ, как единственный субъект права и государственности в этой стране, высказал свое мнение. Невозможно привести вот так вот по желанию какой-то политической силы, группировки или там, не знаю, партии, тысячи и тысячи людей, чтобы они там стояли на площади неделями для выражения своего мнения, просто по желанию политической силы. Должны быть объективные обстоятельства. Эти обстоятельства, к сожалению, созрели и вылились вот в такую форму. Народ осуществил свое право на выбор направления, в том числе экстренного выбора направления. И мне кажется, это вполне укладывается и в нашу национальную философию принятия решений и в нашу Конституцию. Понятно. Вот, на мой взгляд, причины и, если так можно сказать, юридическая оценка. Вот ты говорил о том, что это причины носили такой системный кризис, то есть это как бы кризис управления. Несколько я бы хотел уточнить, может быть, кто-то по этому поводу добавит, по поводу того, что собой представлял тогда вот этот системный кризис и в чем он, собственно говоря, выражался, вот этот кризис управления. Меня хочешь спросить об этом? Да. Ладно. Ну, ты знаешь, я бы все-таки начала не с этого, я бы начала с того, что ты сказал, что это какое-то мистическое явление, да, которое происходит в нашей жизни каждое десятилетие. Собственно говоря, я думаю, что причина кроется в том, что после событий 2004 года никто не попытался проанализировать, почему это происходит. Никто не пытался это сделать и в советские времена. Мне кажется, причина вот таких вот волеизъявлений кроется, собственно, только в одном, что закон не устраивает народ Абхазии. То есть это протест против той системы, которая на самом деле существует. Люди выходят и выражают, законы должны работать для людей, они должны быть им удобны. И если мы вспомним того же Зураба Ачба, он, кстати, все время говорил о том, что авторитарный режим – это причина будущих наших проблем. И я вот с этим совершенно согласна. Потому что сегодня вот те процессы, которые происходят сегодня, они очень важно проанализировать, да, то, почему это произошло, и принимать какие-то решения. Были какие-то обещания в период, да, сходов, обещали реформы, обещали изменение ситуации. Для меня вообще вот самый главный посыл и надежда на вот эту смену власти заключается именно вот перераспределении, в злополучном перераспределении полномочий, о котором так много говорили вот в этот период. И я считаю, что если вот сегодняшняя власть, и власть для меня это не только исполнительная власть, я считаю, что очень большая ответственность, собственно говоря, и на парламенте, который принимал тогда решения. Если вот власть сумеет решить вот этот самый главный вопрос, то это будет продвижением. Я не возлагаю никаких надежд на сегодняшнюю власть, что они там, я не знаю, превратят нас в какой-то там экономический рай, да.
сегодняшняя задача власти продержаться, залатать дыры. Мы прекрасно понимаем, какое наследие осталось, что в течение 20 лет фактически ничего не делалось. И очень важно, чтобы они шли именно по пути реформирования. Ну, наверное, об этом мы будем еще говорить Да, об этом дальше, мы, наверное, да? в заключительной части уже будем говорить, да, ближе. Сейчас мы просто хотим говорить вот конкретно о причинах, потому что вот сколько бы об этих причинах не говорилось, как-то больше акцент делается на то, что в конечном итоге дается характеристика тому, что произошло вот 27 или 1 июня уже, когда, собственно, президент причина, конечно, дал, это системный кризис, подал в отставку, который был во всех областях. Он был в экономической, социальной сфере. На сегодняшний день этот кризис, собственно, никуда не исчез. Он сегодня тоже существует. Эта попытка была вот каким-то образом выразить свое отношение. У народа была попытка. Но я вот, если правильно отношение. тебя понял, ты говорила когда о том, что не было анализа вот, предшествующих властей. 2004 года И для меня 2004 года. важно. И вообще как-то у нас, вот мы об этом несколько раз уже говорили, что не складывается вот эта традиция анализировать работу предыдущей власти. Что было сделано, что было достигнуто, какие были сделаны там положительные сдвиги вот в построении государства, а что было, собственно говоря, провальным или нуждалось в какой-то корректировке, мягко говоря. Вот этого вот анализа не происходило. Нет, и не это происходило. тоже является в некоторой степени, причина небольшой, но да, является То есть, причиной. собственно говоря, людям не было понятно, почему власть совершает те или иные движения, почему экс-президент так упорствовал в процессе паспортизации. На сегодняшний день ответов на эти вопросы, собственно, не существует. Таких вопросов была масса. Мы не получали ответы на вопросы, за что награжден, за что уволен, за что назначен, почему назначен, чего мы ждем от тех или иных министров. Никогда не было никакой программы. И вот если То есть нынешняя... ты как бы говоришь о том, что некоторая отстраненность власти была от народа, и не было, собственно говоря, того необходимого диалога, который должен существовать в нашем маленьком обществе между Власть властью должна быть и... понятна людям, простым людям должна быть понятна власть, и простые люди должны понимать, чего власть делает и зачем она это делает, что власть делает и зачем делает. Ну, мы уже приближаемся к довольно объемному такому представлению о том, что же все-таки привело к кризису. Что вы добавите, Алмаз? Честно говоря, я согласен и с Ахрой, и с Изидой в оценке, когда они говорят, что все-таки главная проблема, она была системная. Я с этим утверждением согласен. Конечно, я считаю вообще, что наша система госуправления, нынешняя система госуправления, которой мы пользуемся на протяжении последних 20 лет, она вообще подвержена кризисам и катаклизмам, что мы наблюдаем на протяжении периода правления всех президентов предыдущих. Вы помните, что речь идет не только о 2004 годе, но, возможно, и о 2009 годе, когда, можно сказать, мы чудом избежали вот тогда вот тех же самых повторений, тех же самых событий. И сейчас, и при каждом президенте вот этот катаклизм, он дает о себе знать. Я думаю, что это проблемы как раз системного порядка, которые в конечном итоге выливаются вот такие вот неспокойствия в стране. И право, единственный источник власти в этой стране, тот самый народ, выходит для того, чтобы, не имея другой возможности реализовать свое право на мнение, право на решение, не имея на протяжении вот этих 5 лет, пока руководители этой страны находятся у власти, не имея никакого другого способа достучаться до этой власти, они выходят и уже консолидированно доносят свое собственное мнение. На момент мая прошлого года, я думаю, вот таких острых проблем, которые на протяжении всего периода не беру, период правления непосредственно там Александра Золотинского, беру там более широкий период, потому что фактически до этого периода мы знаем, что он был бы вице-президентом, и был и премьер-министром страны, и в частности те ошибки и проблемы, которые существовали при бывшем руководителе, при Сергее Васильевиче, он частично был в них тоже в том числе виноват. И вот ряд накопившихся проблем на тот период, они уже там, и не имевших никогда выхода, они вот вылились вот те самые события. Я, правда, не думаю, что в тот день люди там собрались для того, чтобы, может быть, сподвигнуть власть уйти, президента в данном случае. Я думаю, что они собрались в тот день для того, чтобы консолидированно
высказать свое там четкое мнение по поводу основных вопросов наболевших. Это и тема добычи нефти, это и тема продажи недвижимости иностранным гражданам, это и тема паспортизации. Кстати говоря, одна из основных тем, я считаю, что эта проблема была паспортизации, которая накалила обстановку в стране. Но и в том числе там был ряд вопросов, которые стоял перед обществом, и общество уже не находило другой формы для того, чтобы донести свою позицию до власти. Соответственно, неграмотные шаги в ходе самого руководства именно в тот день, они привели к тому, что от требования услышать, это переросло к требованиям уйти кабинета министров и позже уже президента. Алмаз, вот на эту тему мы чуть позже поговорим. Сейчас мы просто закончим, уже закруглим нашу тему разговора о том, что привело, собственно говоря, вот к этому системному кризису. Даур, если вы что-то добавите. Конечно. حرادة وخبي حيكشر يلا خوستي حرا حيزترا يخانس حبانينترا وسقاك يبزيزم بواجو بخا حيتشجر قالوت شيء بزين شيء حيبي على شاب زيخ حنس بيانا قلنا خوسي نقولي حنيكش حزقتش وزار أري غني على تراجو أري زار خشارة إيه ويبش ما политик ويرتخيت أخيزقاستر سخوب إيه سردر وpolitik Игуана гара артна, абри ямзо юбиш берзиме пусс, ари ахунткарм чила дахгоп, он визахшера джгеимтазас. Зиги исшак нирхо, яра система псучхит, ахунткара хада амшра, и халина пацака яйган, а гирта хархартаква, ахунткара хархартаква псучхит. А социал тагла заши хентахит, ахунткара экономика ахаракра зинза илакуит, а политика пстазара и хагит загоит избанзар, и шивдеруев намрагаларах би храйон карджин, картула атулава, абсуанткара атулава рытараханалага паспортка, харада ария тагла заши дараза хайнусгат би политика пстазара архентит. Ри харай хот хунткара конституции шахоев амшира знапацаха ико ажларроб ажларирз базизана абрахра юри пад даншавзихит мчила яха абрия политика партиома даша политика мчума абрахнина бас пашахна джуз замаха абсо хунткара уи хтаурхат язгвартах да царава итырзахит хунткара ашарта дара милата шарта дара интагула амцазун ажларзара Я зазум дарахал ирцбо. Мчила антхара хада амзе вибиш берзана двида химсазит яра иуажла рачвера хмхит убрянеш нажларнин хара хмат роза хог иту ярхан абас абриза тглаза шака мы вайнеш ница хайт фабера тара исвартистх коратроп ехав франзеги Конечно, мы еще поговорим о том, какое участие вообще во всем этом деле принимал Координационный совет. Мы надеемся от вас услышать это для того, чтобы вспомнить события тех времен. Итак, вот все-таки, знаете, хотелось бы освежить тоже в памяти. И мне интересно, что осталось вообще вот в вашей памяти, как непосредственных участников этих событий, наблюдавших все своими глазами. Все-таки, как это все происходило на самом деле? Многие говорят, что это было не конституционное решение. Конечно, то, о чем вы говорили в отношении того, что и предыдущими правительствами тоже не было сделано для того, чтобы вот такие какие-то диалоги, которые возникают, негативного характера, которые возникают в обществе, они имели возможность как-то разрешаться иным путем, чем вот таким экстремальным, как бы, да, вот насколько я знаю, даже нету у нас закона об импичменте.
Вот это, наверное, самое главное. То есть события бы не развивались, наверное, События, именно да, если вот бы в таком русле, плане, в таком русле, если бы все эти вещи были прописаны законом, и когда конфликт начался между исполнительной и законодательной властью, этот конфликт все-таки был, хотя он протекал более вяло, чем все остальное. Вот, я думаю, что события не приняли бы вот такой вот окрас. И сегодня говорить о том, что это не конституционный путь или конституционный, такие претензии можно предъявлять в том случае, если законодательно прописаны все нормы. Если у народа не остается другого пути, кроме как идти к дворцу и предъявлять свои требования, он пользуется этим правом. Ну, на самом деле, еще и у нас в Абхазии здесь есть такая традиция, собственно говоря, выражать свое мнение на сходах не только так, как... Но он опять же проистекает из того, что люди не могут сделать это другим путем. Ну, это все. Наверное, мы, скорее всего, мы к этому тоже придем, и это должно быть как-то прописано уже более, наверное, если Кстати, так вот можно выразиться, хочу ответственно. добавить в этой связи. Изида правильно говорит, многих проблем, в том числе вот такого вот кризисного характера, можно было бы избежать, и в дальнейшем их надо будет избежать, если мы соответствующим образом видоизменим нашу нормативную законодательную базу, и, естественно, и конституционные законы тоже. И там должны быть прописаны механизмы, которые позволяют вот эту систему сдержек и противовесов более эффективно использовать. Люди, которые находятся у власти, они, тем не менее, все равно люди. Конечно, они должны чувствовать определенный противовес, что вот в случае каких-то действий или бездействий последует прописанная в законе реакция. И не просто там реакция народа или общественности, а вот юридическая, понимаете. И это, конечно, избавит от многих ошибок. Но я вот еще по поводу чего хотел сказать. Я, как и многие, мы присутствовал там практически на всех стадиях вот этого действия, которые действительно не очень приятно вспоминать, потому что были кризисные дни, кризисные часы, да, необходимые, но также необходимые, как вот бывают операции, которые вы проходите, и которые неприятно вспоминать, но которые необходимы для того, чтобы жить дальше. Я представлял там, в частности, парламент, и я хочу сказать, что, на мой взгляд, и я думаю, что на взгляд подавляющего большинства народных избранников, в этот период все было сделано так, что никогда в будущем никто не мог сказать, что это был переворот, не санкционированный официальной властью. Переворот – это в том числе то, когда легальные структуры государства перестают исполнять свои обязанности, когда все структуры государства меняются и фактически заменяются диктаторскими структурами. Ничего похожего даже близко не было. Я хочу вам сказать, что в ночь на 27 мая, вот все присутствующие, вы знаете, это видели, собралось экстренное заседание парламента. И я считаю, что парламент проявил себя просто, не знаю, в высшей мере ответственно. И на этом экстренном заседании парламента было принято решение не форсировать события, сделать паузу, собрать на следующий день как бы более полное заседание парламента и сделать обращение к президенту по поводу кризисной ситуации в стране. Я хочу вам напомнить, ведь когда пришли люди на митинги, никто не требовал отставки президента. Требовали, да, отставки правительства и проведения соответствующих реформ. Возвращаясь к теме, на следующий буквально день, если не ошибаюсь, или через день, или, по-моему, на следующий день, было проведено заседание парламента, на котором было принято обращение к президенту для того, чтобы он услышал требования людей. И только после того, как ни день, ни два, ни три не дали результата, никакие переговоры с ним, в том числе и представители аппарата, Министерства обороны и соответствующих ведомств, переговорщики и наш уважаемый спикер там тоже
принимал в этом участие, не дали никакого результата. Только после этого было проведено соответствующее заседание парламента, и конституционным большинством было принято решение об отставке президента ввиду невозможности им исполнять своих обязанностей. И назначены, в соответствии с нашей Конституцией, выборы 24 августа. И назначен временно исполняющий обязанности президента. Более того, я хочу вам сказать, что практически все структуры исполнительной власти были оставлены на своих местах. Они продолжали исполнять свои полномочия, и жизнь в стране не остановилась. Она продолжалась в том же русле. У нас был туристический сезон, и, если не ошибаюсь, он прошел нормально. Где здесь признаки государственного переворота? Я их не вижу. Но зато я вижу там все признаки конституционных прав народа и парламента на разворот страны в нужном направлении, если слишком очевидны признаки системного кризиса, которые могли бы нас завести вообще в непонятном направлении. Поэтому, когда я слышу вот эти вот претензии, заявления, мнения глубоко уважаемых людей, я не могу с ними согласиться. И еще один момент, если позволите, я скажу. Но они ссылаются в основном, я тоже добавлю, просто на то, что не было вот такого какого-то, все-таки не были какие-то договоренности достигнуты, и в конечном итоге была применена сила. Вот о чем идет речь. Что да, президент уехал и ушел на российскую базу в результате того, что была применена сила и было оказано давление на него силовое. Что они считают является, во-первых, недопустимым в государстве, и что, наверное, тоже и правильно, и если вы считаете, что народный сход, который издревле был в традициях абхазского народа, это проявление силы, если кто-либо так считает, то в таком случае мы должны будем считать, что все сходы, которые проводились и в 67-м, и в 78-м, и в 89-м году, на которых мы добивались каких-то наших государственно образующих решений, тоже были проявлением силы. Нет, народ не может проявлять силу. Он может проявлять только свою волю, и к этой воле надо прислушиваться, выходить к народу, говорить, не бояться его. Если вы боитесь своего народа, не надо занимать пост, где вы являетесь гарантом Конституции. Вот когда вы один говорите... момент, извини, пожалуйста, что я хочу еще сказать. Если бы те действия носили антиконституционный характер, если в нашем обществе есть его значительная часть, которая действительно считает это антиконституционным, я не понимаю, почему эта часть приняла политические реальности мая прошлого года, решение парламента о досрочных выборах и приняла участие в этих выборах. То есть, что вы мне хотите сказать? Что если бы, предположим, победил не Рауль Хаджиба, а его оппоненты, что они вернули бы эту власть назад? Нет. Ахра, это к кому ты обращаешься? Это я обращаюсь в том числе и к тебе, что не могу. Да, я бы, знаете, что хотел. У меня по поводу тебя большие подозрения вообще. Валерий, если позволите, я тоже немного прокомментирую. То есть, в данном случае, мне кажется, ни о каком государственном перевороте речь идти в принципе не может. Потому как вы охарактеризуете? Ну, я сейчас говорю, потому что государственный переворот, как сказал уже Ахра, да, это обязательно сопряженный с нарушениями законодательства, незаконный переход от одних лиц к другим. Но если мы помним, то было и два постановления парламента, которые парламент принимал квалифицированным большинством. Была и самоличная отставка. И, кстати говоря, президент практически до самого конца не утратил контроль над центрами управления и в том числе над силовыми структурами. То есть все основные центры управления и силовые структуры находились в его распоряжении, если так можно сказать, вплоть до его самоличной отставки. Были и последовавшие за этим временное правительство и досрочные выборы. То есть все, что должно, в моем понимании, в понимании юристов, должно соответствовать закону, оно закону и соответствовало. Сегодняшние, я не знаю, представители той или иной политической среды, представители сегодняшней оппозиции утверждают, что это государственный переворот, немножко, конечно,
в моем понимании, лукавят, потому что сегодня это, конечно, вот давая вот такую оценку событиям вчерашним, они тем самым приобретают некий, как сказать... Время рассудится. Я не думаю, что время рассудит, я думаю, что ситуация, точка поставлена в этом вопросе, как бы она уже поставлена. Вот в этом смысле, конечно, было принято очень верные решения, которые привели к тому, что была соблюдена некоторая форма вот такой правовой, сделана такая правовая оболочка всего того, что произошло, и дальнейшие все события уже развивались по законному руслу. Это да, это было. Но я вот хотел бы у вас, знаете, о чем спросить еще? Там, собственно говоря, был вот такой очень важный для нас момент, когда президент покинул свою резиденцию. Вот мне просто любопытно всегда это было, почему это произошло. Я, естественно, у многих спрашивал, и там был, и люди по-разному объясняли, что явилось причиной того, что президент все-таки не вышел и не стал общаться с публикой, что было, по мнению многих, необходимо и, возможно, бы сняло вот в этом случае напряжение. Потом мы вернемся к этому вопросу о легитимности. Если вы мне позволите, конечно, я бы хотел несколько слов, чтобы к этому не возвращаться, о Координационном совете и вообще о работе. И к концу я выйду к тому, вообще, какая связь была Координационного совета с представителями власти и все остальное. Знаете, Координационный совет — это объединение, коалиция политических сил, где мы после 5-го съезда Республиканской политической партии «Единая Абхазия», когда мы на всю страну заявили, что уходим в оппозицию и так далее, обратились ко всем политическим силам страны, что как бы нам надо объединяться в стране, кризис власти, системный кризис власти и так далее, и так далее. Ну, как бы для нас, вот, Республиканская политическая партия «Единая Абхазия», точка отсчета нашей оппозиционной борьбы началась в мае месяце на нашем 5-м съезде. Встреча была со всеми представителями политических партий, в том числе первая наша встреча была с Раулем Джунговичем, который на самом деле воспринял эту идею и так далее. Тут Яхра Юрьевич, все, 14-15 политических сил. Знаете, мы как бы, подписав соглашение, приняли определенные, я, в принципе, взял какие-то документы тоже. И в одном из пунктов мы указали, что совместно осуществлять политические акции и вести диалог с властью. Мы же туда не пришли, и цель не преследовали захватить власть. Как бы принять активное участие, насколько это возможно, исправить ситуацию. То есть участие наше, если нас допустят к этому, высказать свое мнение, отношение к той или иной проблеме. Но, естественно, нас на пушечный выстрел не подпускали. И как бы в один из прекрасных дней мне говорят, как бы руководители политической партии приглашают службу государственной безопасности и ведут беседу определенную на предмет вообще, какие цели, задачи мы преследуем. Я как понял, большая часть руководителей наших политических организаций уже встречались. Я сам по своей инициативе набрал представителя государственной службы, это мой друг Аслан Георгиевич. Я говорю: Аслан Георгиевич, вот всех ты приглашаешь, я говорю, а меня почему ты не хочешь пригласить? Или, я говорю, тебе неприятно, рано ты списываешь меня с большой политики. Пошутили и так далее, дня 3 проходит. Мне позвонил Вахтанг Пипе из Зураб-Хаджая, подъехали, Аслан Георгиевич хотел бы нас увидеть. Мы с удовольствием поднялись к нему. И беседа, на самом деле он был озабочен той ситуацией в стране и так далее, и так далее, и так далее. Он много нам рассказал о наших отношениях с Российской Федерацией, что они тоже с каждым днем портятся, натягиваются и так далее. Мы тогда попросили, чтобы он пригласил министра внутренних дел Тара Михайловича. Он пригласил, и мы, знаете, мы тоже озабочены были. На самом деле ситуация очень накаленная была, мы чувствуем, что может произойти непоправимое и неисправимое. В связи с этим, как бы, мы проявили инициативу и сказали, что неужели нельзя организовать какой-то диалог, какую-то встречу с президентом. Это лично наша инициатива была, пока не посоветовались мы с Координационным советом, без Координационного совета. И Аслан Георгиевич говорит: а вы можете на себя взять
такую миссию, что Координационный совет даст согласие. И, знаете, потом, в принципе, перед тем, как туда идти, я Раулю Димковичу позвонил, Рауль Димкович сказал, пойдите, поговорите и так далее. Но, честно говоря, мы взяли такую ответственность на себя, сказали, мы в смысле, поговорим с Координационным советом и добьемся того, что Координационный совет даст свое согласие. Мы приехали, встретились с Раулем Димковичем, Рауль Димкович сказал, мы готовы к диалогу. Знаете, сегодня говорят, что это все настолько организовано было, боевые группы там и так далее. Абсолютно этого ничего не было. Мы пришли, дальше, мы ждем, мы думаем, в любом случае, какого-то движения. Мы оповестили Координационный совет, кто воспринял положительно, кто отрицательно, какие-то упреки были. Но, тем не менее, опять-таки, эта встреча, знаете, то руководитель Совета Безопасности позвонил одному из нас. Прямого, никто никак не хотят, никакого диалога, понимаете, в Сочи или третьи руки. В конечном итоге нам сказали, позвонил секретарь Совета Безопасности и говорит, что президент готов встретиться. Мы все собрались, обговорили. Требования наши, Ахра Юрьевич, вы не дадите соврать. Требования какие наши были? Мы говорим, пока, если диалог пойдет, требования освободить руководителей 3 районов восточной части. Даже если диалог будет, взаимопонимание будет найдено по этим 3 районам, даже мы вопрос генерального прокурора готовы были не поднимать. Даже уже не говорю о премьер-министре. Мы пришли с целью. Знаете, что для меня поразительно? Вообще руководители большие, их любой жест играет или положительную, или отрицательную роль. Все представители власти, которые пришли, с нами поздоровались. За руку и так далее, и так далее. Заходит президент, здравствуйте, прошел, ни с кем не поздоровался. Естественно, тут Рауль Димкович говорит, как руководитель Координационного совета, мы, сегодня пришли по вашей инициативе поговорить, и сразу же экс-президент прерывает Анхабиева и говорит, стоп. Вы пришли сюда не по моей инициативе, а по инициативе Таура Нурича Тарпова. Весь диалог наш на этом и закончился. Тогда у нас было готово обращение к президенту, папка. Рауль Димкович передал, сказал, в таком случае получайте, вам 2 недели, которая состояла из 7 пунктов. Мы оставили, развернулись и ушли. Да, то есть, в общем, Знаете, скажите мне, пожалуйста, руководитель страны, мы сегодня, слава Богу, есть определенные международные нормы. Хотят это или не хотят руководители великих держав, они встречаются с представителями самых ярых оппозиций, ведут диалог, разговаривают и все остальное. Да на примере России возьмите. Президент России, извините, он в месяц раз, 2 месяца раз встречается с оппозицией, с такой ярой оппозицией, которую нам еще не видать. Но ведется диалог. А почему наш экс-президент не мог, например, встретить руководителей 15 политических организаций, за исключением одной партии, в данном случае Амсахар? Что это означает? Почему такое неприближение? Если коротко, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в чем причина того, что не случился все-таки диалог? Знаете, когда мы по первому вопросу нам задали вопрос, в принципе, все мои друзья ответили. Знаете, эта узурпация власти, власть, сосредоточенная в одних руках, она возвела его, что я один Бог, остальные все никто. На мой взгляд, знаете, как, я не понимаю, знаете, не говорить со своей политической элитой. И, наверное, какой-то страх, тоже присутствовал, на мой взгляд. Знаете, я предварительно, когда наша партия заявила, что она уходит в оппозицию, мы имели встречу втроем, я и мои заместители пришли в беседу, мы сказали, что мы не согласны с тем, и сложили 5 вопросов. Мы говорим, мы не можем поддержать курс нынешнего, ваш курс развития нашего государства.
Да, вы знаете, это говорит как раз, подтверждает ваши слова, то, что был, в общем-то, кризис управления. Это в общем, если так охарактеризовать. Но я хотел бы, чтобы мы несколько уже продвинулись чуть дальше и поговорили бы непосредственно о самом этом событии, вот о той причине, которые привели к тому, что, в общем-то, и президент покинул дворец, и как-то он оказался на территории иностранного государства. Вот многие говорят, что это тоже является одной из причин того, что, в принципе, вот оказало такое как бы негативное восприятие происходящего и усугубило положение. Как вы считаете, вообще мог же произойти диалог? Вот там он не произошел с КС, там еще какие-то не были встречи тоже продуманного характера, наверное, сделаны. Но вот мы говорим о традиции, когда народ выходит на сборы свои. А тут вдруг вот произошло такое совершеннейшее какое-то игнорирование того, что собрались люди. Вот мне просто непонятно, почему это произошло. Может, кто-то мне сейчас объяснит. И некоторым нашим телезрителям. Знаете, почему это произошло? Как вы думаете, вот мы, когда созвали сход, координационный совет, в принципе, место обозначили на площади Драматического театра. Мы же могли бы, если какие-то другие цели преследовали, назначить такой сход напротив администрации. Опять-таки это было такое мирное. Мы думали, что соберется народ, спустится президент, выйдет в народ. Как обычно в былые времена, такие сходы в Абхазии ни раз, ни два, ни три бывали. Руководители смело выходили к своему народу, выслушивали их и принимали какие-то решения. Это нормальные процессы, но, скорее всего, я думаю, знаете, мы общаемся, у нас и у всех здесь присутствующих друзья с Амцахаром, я с ними встречаюсь, дружу, и сегодня дружил, и вчера, и завтра я с ними буду дружить. И многие тоже говорят, мы тоже настаивали на то, чтобы он вышел в народ. Мы никак не могли убедить, что он должен выйти в народ и поговорить со своим народом. Но я не знаю, знаете, у меня складывается впечатление, что это просто какой-то страх, наверное, говорить со своим народом. А больше что? А как вы считаете? Если бы вышел бы президент туда и сказал бы, да, мой народ, уважаемый, я принимаю все ваши замечания, принимаю сегодня решение, посылаю в отставку в правительство. Я думаю, сегодня сидел бы Амкам на своем месте. Но многие считают, что если бы действительно президент вышел бы, или во всяком случае вот этих последующих потом призывов к отставке президента могло бы и не быть, потому что их первоначально и не было. Единственное там, что звучало, это отставка правительства позже и глав администрации. На самом деле, вот все-таки я бы, может быть, причина. Управление, мы все, правление, даже не управление, мы все об этом все время говорим. То есть он прослеживался с первого дня. Мы помним съезд. То есть на самом деле экс-президент встречался только со своими сторонниками. Ничего мнение его, ничего другое мнение. Мы помним, как освистали Ахру на собрании Самцахара. Я не буду сейчас напоминать о том, как не пускали журналистов на эти же мероприятия. То есть это было нежелание слышать чужое мнение. Это очень опасно для президента, который обладает такими полномочиями, какими обладает президент Абхазии. То есть это вот та авторитарность, о которой мы говорили. Да. Вообще такая тема, честно говоря, которую, наверное, не очень приятно обсуждать, потому что она касается прямо очень конкретно, субъективно человека и так далее, какие бы там у нас взаимоотношения не были. Но если вот так вот совсем коротко, конечно. Коротко, да. Да. В рамках приличия. Да. В рамках без каких-то вот таких вот персональных эмоций. Конечно, человек, который находится на вершине пирамиды государственной власти, должен быть готов в любой момент и, наверное, любой, я не говорю какой-то экстремальный, но в рамках наших традиций, законов, обстановки общаться со своим народом. И ни в коем случае
и применять вот этот принцип экстерриториальности, то есть пытаясь влиять на ситуацию не с территории своего государства, понимаете. Если даже у нас вообще никакой конституции не было, никаких законов не было, эти наши абхазские законы бы на этом поставили бы точку. То есть я просто не хочу дальше это обсуждать, это очень личное, индивидуальное. Я понимаю, это, конечно, носит очень личный характер, и в этом есть некоторый такой дискомфорт, но дело заключается в том, что мы же сейчас беседуем об этом не потому, что у нас какой-то скандальный интерес, а для того, чтобы понять, как это произошло и как сделать так, чтобы этого в дальнейшем не происходило тоже. То есть все это из этого мы потом уже будем подводить итог. Нужно же извлечь уроки и для нас самих, и для всех тех, кто оказывается на вершине власти. Валерий, я, например, думаю, что в данном случае система госуправления, которой мы пользуемся на протяжении 20 лет, она устроена так, что напрочь отсутствует, я правда так думаю, напрочь отсутствует система ответственности внутри государства, от простого гражданина до президента. И в данном случае, если речь идет о пирамиде власти, где простые люди внизу и президент наверху, то президент, будучи уже придя к власти, он понимает, что на протяжении 5 лет того периода власти, который он существует, фактически никакая ответственность на него не распространяется. Практически никакая. И это ему позволяет думать, что он волен принимать любые решения без оглядки на общество, на общественное мнение. В данном случае игнорирование общественного мнения, у нас такая форма демократии, где от народа до самой власти вот дистанция максимально короткая. Это не в любой другой стороне. Именно у нас такая особенность демократии, где дистанция слишком короткая, и ты можешь не рассчитать. То есть человек, игнорируя общественное мнение, просто руководитель может не рассчитать, что это сами люди, источник власти, они фактически могут решить и по-другому. Собраться в одном месте, сказать, ты больше не президент, товарищ. В данном случае то, что вы говорите, его отсутствие, покидание администрации президента, думаю, правда, что это бы сняло напряжение на тот момент. Потому что мы помним события годом ранее, были события, связанные тоже с повышением электроэнергии, где кто-то тоже по количеству немалочисленный многотысячный митинг был, где он имел смелость прийти в народ. И, честно говоря, люди хотят быть услышанными, Валерий. Они хотят быть услышанными, если они все время чувствуют, что вы их не слышите, они хотят прийти и лично вам сказать. В случае, если вы их заставляете часами на санцепёке стоять сутками и при этом игнорируете их даже личным приходом, то они считают возможным, я не думаю, что кто-то в голове, хоть кто-то держал план о том, что в этот день Александр Анкваб должен уйти. Это такое стихийное мероприятие в результате длительного игнорирования мнения. Он на протяжении многих лет игнорировал мнение общества, и тут еще личное игнорирование привело к этим волнениям. Вследствие чего он опять, я не знаю, сделал, по-моему, не совсем правильные выводы из сложившейся ситуации, что и привело к известному результату. Вы знаете, конечно, можно было бы как-то более подробно поговорить о том, что происходило непосредственно тогда у здания, потом к чему это привело и каким образом развивались события. Но я так думаю, что мы можем углубиться в воспоминания многие, и потом нам трудно будет как-то подводить итог, уже тому, к чему, собственно говоря, пришли в результате событий 27 мая. То есть о легитимности вы как-то говорили уже, сейчас, собственно говоря, пояснили. Я думаю, что наш внимательный зритель, конечно же, вашу точку зрения понял. Поэтому я хотел бы перейти сразу тогда уже к заключительной части и поговорить о том, какие, может быть, даже опасности несут подобного рода прецеденты, потому что об этом много говорится. Некоторые называют это ящиком Пандоры, то, что произошло, то есть 27 числа, то есть это беда, которая вышла, и теперь она может в дальнейшем приносить еще большие какие-то неурядицы в управлении государством. Мне бы хотелось, чтобы вы каждый свою точку зрения выразили о том, какие вы для себя сделали выводы, вы лично, я от вас лично хочу это слышать, выводы сделали относительно тех событий, которые
по-разному теперь интерпретируется у нас. Ты на меня смотришь, да? Но Да. если ящик Пандоры был открыт, вот в каком-то том смысле, в котором говорил об этом Нукзар Ашупа, то и Нукзар, кстати, тоже это понимает, насколько я прочитала в его интервью «Спутнику». Но это не только Нукзар Ашупа говорил, это многие об этом говорили. Возможно. Кстати Но говоря, этот ящик и- Пандоры был открыт в 2004 году. И я не знаю, помните вы это или не помните, но тогдашний генеральный прокурор охарактеризовал 2004 год как переворот и дал ему оценку как переворота. И, кстати, за это его уволили с должности, он был снят. Вот. Поэтому, ну вот я считаю все-таки, что говорить, ну я, в общем-то, выразила уже свою точку зрения. Я считаю, что в данной ситуации, в ситуации с нашим законодательством, народ поставлен в такую ситуацию, когда принимать по-другому решение просто невозможно. И вот то, что касается сегодня вот этих формулировок о военном, не дай бог, о перевороте, которые используют, да, которые используют, в частности, вот лидеры партии Амцахара, я бы хотела отметить, что мне кажется все-таки, что там присутствует очень большой элемент политического шантажа, потому что если они действительно считают, что это переворот, действия их должны были быть другими. Ахров вот уже сказал про выборы, а я бы добавила к этому, что меня очень в этом смысле, когда вы говорите переворот и говорите, что это нелегитимная власть, предлагать этой власти себя в виде кадровых назначений для меня совершенно непонятно. То есть вы считаете это переворотом, тогда в Генпрокуратуру и последовательно давайте тогда дадим оценку 2004 году, давайте дадим оценку 2014 году и пойдем вот по такому пути. То есть тут надо определиться. Вот это очень нехорошо вот как бы возбуждать определенные настроения, используя вот такую терминологию. Ну, уроки мы должны, конечно, все из этого извлечь. Мы должны что-то предпринять, чтобы, ну, опять же, на законодательном уровне. Мы должны понимать, что прописать, каким образом мы можем влиять на парламент, каким образом мы можем, там, императивный мандат, тоже как бы у меня двоякое вот, очень отношение к этой вещи. Это все продумывать надо, каким образом объявлять импичмент президенту. Есть вещи, которые надо детально, опять же, оценив события 4 и 2014 года, детально проанализировать и принять решение. Мне очень тяжело сегодня говорить обо всем об этом, потому что, к сожалению, у нас вот нет представителей партии Амцахара, которые считают это переворотом, и как-то мы перемалываем вот сами между собой. Ну, тут тоже нет, ну почему не будем упоминать? Люди на протяжении... Вы о своей точке зрения будете говорить. Когда они будут у нас в качестве оппонентов, тогда мы можем уже как-то говорить, а иначе диалога не получится. В качестве Амцахара. Я тоже тут как-то попытался, Ахрам меня сразу в чем-то уже тут упрекнул. Я что хочу сказать, знаете, вот волеизъявление народа, оно тоже должно быть как-то определено, рамки этого и законности этого волеизъявления должны быть, на мой взгляд, тоже определены для того, чтобы это не происходило так, как это может произойти, или так, как некоторые говорят о том, что может привести к какому-то, ну, такому... Нет, хорошему исходу. Это может стать вообще традицией, да, люди будут все время собираться и при каждом, при любом недовольстве. Да, пожалуйста. Я считаю, что это традиция, опять же, потому что нет не прописанных Ты согласилась, что законов. некоторая такая мистическая Я не составляющая согласилась, она, присутствует? наоборот, ее опровергла. Ну, я не думаю, она все равно присутствует. Что если о какой-то мистике можно говорить, все достаточно закономерно. Конечно, это не очень приятно, не очень комфортно, когда приходится прибегать пусть к законам, но экстраординарным мерам по разрешению ситуации. Это нигде не приятно. Ни в политике, ни в народе, ни в семье, ни на каком уровне, понимаете. Но если ситуация грозит выйти из-под контроля,
если на кону стоит слишком много, в том числе и какие-то достижения нашего народа, а вы знаете, каким они отсюда нам достались, и если надо принимать серьезные меры, то их надо принимать. Я могу привести сотни примеров из истории, когда вот такие экстраординарные радикальные меры в итоге приводили к дальнейшему улучшению ситуации, к прорыву, к оздоровлению общей ситуации в разных странах. Но здесь возникает другой вопрос. Вот, если позволите, я сам себе его поставлю. Поставьте. Если я был бы сейчас, скажем, на оппонирующей стороне, предположим, да, что бы я спросил? Я просил бы следующее. Это все могло бы быть оправдано, и действительно мы примкнем к вашему мнению, если все то, что было проговорено, реализуется, либо если все то, что было проговорено, начнет реализовываться, будут сделаны первые системные шаги для этого. Вот я сам себе так поставил бы вопрос. А что действительно, скажем, за эти полгода, да, там, или там год, ну сейчас трудно судить, год с майских событий, полгода с новой власти, что действительно такого сделано, что может нам самим себе сказать, что да, вот эта вот кризисная ситуация, она имеет положительные последствия, да. Вот это важно. Мы сами себе должны ответить на этот вопрос. Да, вот и не уходить сами от этого вопроса. Вот я могу следующее сказать. Да. При том, что у меня самого, как и депутата, и как гражданина, масса вопросов, претензий, в частности, по скорости осуществления, реализации этих озвученных программ, по каким-то другим вопросам, но я вижу и какие-то системные подвижки. Я вам их перечислю. Ну, во-первых, конституционная реформа, которая действительно реально необходима в нашем обществе, она получила старт. И вот буквально в пятницу у нас будет проходить сессия, где из 42 пунктов подготовлено соответствующим нашим комитетом правовой политики основы судебной реформы. Это конституционная реформа. Работает соответствующая конституционная комиссия, если не ошибаюсь, под руководством президента, на которой тоже дан старт. И это не какие-то разговоры, это реальная работа по поводу изменения законодательной системы в области избирательного права и перераспределения полномочий исполнительной и законодательной власти, то есть то, о чем мы с вами постоянно говорили. Дальше. Помните, мы постоянно говорили и и в парламенте, и Рауль Джумкович, и на общественном уровне, и на политическом уровне, что нам надо перестать использовать внешние инвестиции и субсидии в качестве каких-то социальных программ, за которыми потом еще должны будем платить, а направлять их в реальный сектор. Мы все еще в эфире, я могу говорить. Одну минутку, подождите, пока нет. Так, все, работаем. Тут свет моргнул, электричество. Могу говорить, да? Что-то намекнуло электричество на что-то. Да, говорит, затянули вы эту беседу. Не кажется? Да, я продолжу свои мысли. Мы час в эфире заканчиваем. Смотрите, что у нас есть в данный момент. Ну, просто я сам участвую в этой комиссии и еще... Мы верим. Просто перечислите, пожалуйста. Да. Сделаны 2 программы содействия реальному сектору экономики в Абхазии. Первая – это около 1 миллиарда рублей инвестиций из 3 российских банков, на которых граждане Абхазии будут представлять проекты в области относительно крупного бизнеса. И эти проекты будут субсидироваться, инвестироваться из этих российских банков по беспрецедентно малые проценты. И туда будут попадать только те программы, которые будут одобрены соответствующей нашей местной комиссии. Кроме этого, эта же комиссия будет работать над поддержкой малого и среднего бизнеса, уже меньше потолок вот этих средств. Также будут открыто абсолютно, и в интернете все это висит, будут представляться там планы развития мелкого и среднего бизнеса, есть какой-то приоритет, сельское хозяйство, туризм там, и так далее. Понятно. Я хочу спросить, это было вообще когда-то сделано за последние 10 лет? Нет?
я хочу сказать, что Здорово у вас получается. Вы сами себе задаете вопросы, мы как-то присутствуем, знаете. Я это говорю, присутствуем. Валера, к тому, что Ничего, если мы тоже зададим вопрос. многое из того, что надо было сделать, что не было сделать и привело к системному кризису, сейчас, может быть, не так, как я этого хочу, не так динамично и не так широко, но осуществляется. И последнее, что я хочу сказать, многое можно сказать. Вот последнее, что все-таки вот эта разность мнений людей не учитывается при их назначении на те или иные должности. То есть там присутствуют люди совершенно разной политической ориентации. Я считаю, что это тоже одно из самых важных достижений. Объединение народа – это доверие. Я должен доверять человеку, исходя из его профессиональных качеств, а не исходя из того, насколько он мне лично, партийно или политически предан. Может, это вызывает какие-то трудности с согласованием, какие-то трения и дискомфорт в командной работе, но зато это создает это ощущение, не знаю, общности цели у всего общества. И это тоже сделано. Если позволишь, я задам вопрос Алмасу тогда уже дальше. Понятно. Действительно, самое главное, самое важное, мне кажется, сейчас вот идет такое, знаете, освоение пространства нашего вот в таких правилах, когда люди могут с разными мнениями быть привлечены к той или иной работе на основе их профессиональных качеств. Вот главное и самое важное это то, чтобы вот в работе нынешнее правительство, власти в целом вообще вот учитывалось именно это. Но мне кажется, что в этом есть, правда, доля правды. Но я все-таки хотел бы сказать, вам задать этот вопрос. Вот какие выводы для себя вы все-таки сделали, из этого события? Мы говорим о 27-м. Как Езида Терентьевна, я не думаю, что какой-то открыт ящик Пандоры, и нас теперь ждет череда вот этих событий. Я думаю, что проблема, вот этот системный кризис, который периодически возникает, он возникал уже неоднократно, возникал и при всех трех президентах, во всех трех случаях были разные результаты, но тем не менее вот такие острые кризисы у власти, они уже возникали. Это, никакой ящик Пандоры мы не открыли. Это и 2004 год, это и 2009 год, это и события прошлого года, и, возможно, события еще нас предшествующие, если мы из этого не сделаем окончательно выводы. А выводы лично для меня и для моей небольшой организации, которая в данном случае пытается перерасти уже более крупную политическую силу, выводы однозначны. Это системные проблемы, которые нужно решать. Система госуправления, которая ныне действующая, она нам реально не подходит. Я правда думаю, что простое перераспределение полномочий от президента парламенту не решит проблем. Потому что, если вы помните, 2009 год, то есть в 2009 году народ также огромным количеством пришел к парламенту. И в тот момент парламент был един во мнении с президентом, как вы помните. Это не панацея. Нам нужна система, как Езида Терентьевна говорила, и законодательство, которое мы сами понимаем, которые нам сами близки, законы должны быть для людей. Я не думаю, что тот метод отбора в законодательный орган, который существует, и его количественная составляющая отвечают нашим требованиям, и они в полной мере могли бы, мы сами, я как парламентарий, мог бы в полном объеме нести ответственность за мнение народа. Я думаю, что вообще система должна быть перераспределена, продумана. Однозначно уверен, что вот эта созданная комиссия в данный момент, комиссия однозначно нужна, но вот мне не нравится тот вектор, что комиссия не пытается обсуждать разные мнения относительно самой системы госуправления, то есть попытаться учесть все мнения. Например, в данном случае наша организация, организация, которая состоит, Фонд экспертного содействия АНАР, имеет в своем представлении совершенно другую представление о том, как должна быть устроена система. И мы, к сожалению, в комиссии не участвуем, нас даже не приглашали. И мне не нравится этот вектор. Думаю, что какие-то проблемы, возможно, произведя эти изменения, каких-то результатов мы достигнем, но не думаю, что это решит наши основные системные проблемы. Что касается сегодняшнего дня, что мы получили взамен вчерашних майских событий.
Ну, однозначно нужно сказать, что вот эта система по стены и глухоты, которую выстроил прошлый руководитель, она однозначно пробита. И абсолютно глухое правительство и власть, она, конечно, вот эту черту мы переступили. И нынешнее правительство, я должен сказать, что не в той степени, в которой я хотел бы, но однозначно более расположено к тому, чтобы кого-то слышать, кому-то услышать, учесть чье-то мнение. Тому свидетельствует тот самый договор, который, кстати, президент собственноручно пронес в парламент, который вызвал столько дискуссий, но надо отдать ему должное. Он собственноручно пронес этот договор и дал нам для обсуждения. В результате, кстати говоря, вот этого общественного обсуждения, я его считаю полезным, потому что именно в результате вот этого обсуждения мы получили более или менее сбалансированный договор, который, кстати говоря, я в окончательном варианте не поддержал в парламенте тоже. Я думаю, что, конечно, какие-то положительные подвижки, они очевидны, как Ахар Юрьевич сказал, это и та самая комиссия по реформированию системы. Я еще не знаю, какие выводы будут там. Это, конечно, и работа правоохранительных структур, и заметные подвижки. Но, честно, если говорить вот до конца откровенно, то люди ждали прорыва. Люди ждали прорыва, я не вижу прорыва, мы не получили прорыва. Мы получили положительные подвижки, то есть мы медленно, плавно начали двигаться вперед. Никакого прорыва как такового не произошло, надо это признать. Но я все-таки оставляю надежду за тем, чтобы это правительство, эта власть, если там суммарно оценивать деятельность Кабинета министров, то я суммарно больше недоволен, может, чем доволен. Но я все-таки оставляю какой-то запас, временной запас под то, что эти процессы начнут двигаться быстрее, в том числе и с помощью парламента. То есть все в ожидании. Понятно. Даур, ну, теперь вот вам предоставляется такая возможность заключить всю нашу беседу, подвести итог уже, как бы сказать, какие выводы вы тоже сделали для себя вот из всех тех событий, которые были после 27 мая, и к чему мы сейчас вот как бы подошли. Любая политическая борьба – это обещания, это надежды. Мифы. Знаете, на это самом то, деле, с чем мы не можем никак смириться. На самом деле народу было обещано очень много, что пойдут буквально в святые сроки, будут проведены определенные реформы. Это в судебной системе, в конституционной, в разных направлениях. Знаете, наверное, все-таки политика – это вещь такая, и жизнь наша настолько сложна, наверное, проводить реформы так сиюминутно тоже не получится. Нужно время. Относительно экономических реформ, помимо времени, нужны средства какие-то определенные. Все не так просто. Я в одном хочу, единственное, пользуясь нашим эфиром, обратиться и к нашим телезрителям, и ко всем общественно-политическим партиям и движениям. Мы один народ. Нам делить нечего. Знаете, у любого руководителя, у любого правительства можно найти недостаток достаточно. Но и критика необходима при любой власти, но она должна быть умеренной. Когда мы грань критики переходим на оскорбление, это, наверное, недопустимо. Я зачастую согласен с определенной частью критики, которая прозвучала на последнем съезде политической партии Амцахара, и воспринял как лично свою критику в свой адрес. И нашему президенту, конечно, надо тоже абсолютно делать из этого выводы. Надо команду усиливать. Президент у нас очень открытый, честный человек. И ему надо просто рядом с ним встать. Команда должна полностью работать в поте лица. Я не знаю. Знаете, мы имеем исторический шанс на самом деле все привести в соответствие, все, что обещано, нашему народу выполнить. Но в то же время в течение 6-7 месяцев или года все эти реформы провести просто физически невозможно. Но процессы идут, созданы комиссии, группы работают в парламенте, в правительстве.
знаете, это все будет отдачу давать через 1,5-2 года. Все это заработает. Ну, конечно, надо учитывать еще и фактор мировой, международной обстановки. Если мы в 2004 и последующие годы говорили, что да, Россия там оказывала помощь, деньги беспрепятственно шли, извините, сегодня идет новое мироделение. Великие мировые державы делят мир. И в самой Российской Федерации ситуация тяжелая. И как мы хотим, деньги так, наверное, сыпаться не будут. Будут определенные сложности. А кто сказал, что мы их хотим? Да. Я бы хотел И в связи с этим, да, закончу, в связи с этим надо надеяться, конечно, в первую очередь на себя. Мы сейчас вынашиваем идею, вот буквально на той неделе, Ахривович, у нас будет заседание Координационного совета, все-таки обратиться к президенту с предложением организовать встречу всех политических кругов, в том числе и Ям Сахара, и все, как одна семья сесть, обговорить все вопросы. Нет вопросов, которые мы в семейном кругу не решим. Знаете, надо только открыто говорить друг другу в лицо. Понимаете, не так, что мы кто-то там засел, кто-то... Все, надо это все заканчивать. Надо, знаете, народ на самом деле уже устал от этих интриг. Надо заканчивать. Надо просто-напросто сказать, мы сегодня можем сделать вот это, завтра вот это, послезавтра вот это. Понимаете? И 4 поста премьер-министра. Единственное, довольно Хорошая в двух словах хотел бы ответить. В данном случае Коротко, все прекрасно, очень коротко, все прекрасно понимают, что законодательство не может быть изменено там, в течение там, буквально 2 месяцев. Что, кстати говоря, относительно законодательства, вот сейчас буквально в пятницу на сессии будет во втором чтении приниматься та самая судебная реформа, которая она практически уже там подходит к завершению. Общество же другие вещи беспокоит. Те самые важные вопросы, которые стояли на повестке 27 числа, ну, за исключением паспортизации, которая однозначное мнение, это тема нефти, это тема продажи недвижимости иностранным гражданам. Вот такие самые островные, острые, в них не поставлена точка. Я слышал недавно интервью президента и лично у него интересовался, когда вот он был в парламенте у нас прошлый понедельник. То есть я позицию услышал его, что он категорически против добычи нефти, но тем не менее точка в этих вопросах не поставлена, потому что те организации, которые получили пакеты разрешительных документаций в период Лакербая, они все еще владеют и деятельность свою ведут. Если вопрос вчера, как дамоклов меч над нами висел по вопросу о непродаже недвижимости, он над нами висит и сегодня тоже. Эти точки не поставлены. И, честно говоря, общество беспокоит больше всего, вот именно вот эти острые углы беспокоят, а не то, что мы еще до конца не провели судебную реформу. Мы ее проведем, мы ее закончим. Скорее всего, парламент в ближайшее время ее закончит. Хорошо, огромное спасибо. Вообще, я так понял из всего, о чем мы здесь говорили, что главное сейчас преимущество вот нынешней власти заключается в том, что она открыта. Вот все то, что привело к событиям 27 мая, оно как бы в основном имело причину того, что не происходил диалог. Вот то, что сейчас мы разговариваем и достаточно откровенно, как мне кажется, вот таким образом должны происходить беседы, наверное, на разных площадках и на разных уровнях. Просто мы к этому не привыкли еще, к тому, все-таки, несмотря на то, что это происходит, не привыкли к тому, что вот такие диалоги, они должны быть часто. И мнения, если есть какие-то противоположные мнения, они могут присутствовать и сосуществовать достаточно долгие периоды. Нужно просто привыкнуть к тому, что никогда не будет единомыслия какого-то, правда же? Всегда будут люди, да, с отдельным своим каким-то мнением, своим взглядом. У кого-то может быть ошибочный, у кого-то может быть очень даже и прогрессивные. Вот к этому нужно привыкать. И еще раз повторю в заключение, что, например, мне, наверное, просто так, как я занимаюсь журналистской деятельностью, мне нравится исключительная открытость всего того, что сейчас происходит. Ко всему есть доступ. Хотя вот мы как-то по этому поводу раньше жаловались на это. Правда, Изида? Огромное. Ну, знаете, кое-что все-таки должно же интриговать, правда, для того, чтобы какие-то усилия, мышцы тоже не ослабевали, а то если все будет доступно. Задача одна. Единственная женщина, где можно будет цветы купить, подарить ей. Это вы сейчас нас так укорили вообще, как-то всех тут сидящих мужчин.
Огромное спасибо вам за то, что вы пришли в студию и поговорили вот на те насущные проблемы, которые нас беспокоят именно сегодня. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, до свидания, будьте здоровы.